Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Вам сообщение от тайно влюбленного в вас мужчины. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на мой песочек, подумайте о своей жизни, о своем окружении. Так и спросите, кто этот мужчина и что же он желает мне сообщить. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же спешит вам сообщить, мои дорогие. Так, ну я сразу скажу, тайно влюбленный в вас мужчина, он с вами на расстоянии. На расстоянии, причем достаточно так. Тут расстояние может быть как и в километрах, так и ментальное расстояние. То есть вы, может быть, где-то рядом живете, но вы очень далеки друг от друга, вы не знаете друг о друге, вы не знакомы, и вы заняты в разных сферах, либо вы живете как будто бы в разных социальных кругах. То есть между вами очень колоссальная разница. Человек, который в вас влюблен, очень прост. Очень прост. Он одиночка, он по жизни вообще одиночка. То есть как будто бы у него особо и нету ни семьи, ни друзей. Если и есть, то один друг, либо вот один член семьи остался. То есть человек ведет какую-то вот аскетичную жизнь. То есть жизнь в ограничениях, либо он сам себя ограничил, либо ну вот что-то с ним произошло, что его ограничили. Этот человек может находиться либо прикованным вернее так, закрыт, он где-то закрыт, постоянно находится в одном и том же месте. Либо это его дом, в 4 стенах он постоянно, да, либо вот работа, дом, тоже может быть как 4 стены, он меняет одни 4 стены на другие 4 стены, то есть работу. Человек может быть в заключении запросто, то есть он вообще ограничен, и, ну я не знаю, то есть как бы идет какое-то у этого человека ограничение. Человек, кроме вас, никого как будто бы не знает, не видит. То есть вы для него звезда, вы для него надежда, и вы для него его жизнь. То есть он живет вами. Имя у этого человека, я вам сразу скажу, на букву либо Б, либо В, и еще почему-то идет английская J. Такая, знаете, вот J. Но у большинства, конечно, отыграется буква В. Вот здесь буква В вышла, и с этой стороны буква В вышла. Так что, мои дорогие, вот если знаете человека на букву В: Виталий, Владимир, Валерий, Владислав, Вениамин, Валентин и прочее. Вот человек влюблен. Понятно, что много девочек посмотрит, у каждого будет свой. Я вам сейчас рассказываю собирательный образ. Собирательно. Вот не зря пришли 2 буквы, да, вот еще J. У кого-то может быть иностранец, понимаете? J идет. Человек, да, о вас думает, мечтает. Но вот именно что объединяет всех этих людей, это то, что у них очень аскетичная жизнь. То есть они в ограничениях находятся. Либо они сами приняли аскезу, либо кто-то вогнал их в эту, ну, запер, да, в аскезе. Смотрите, мужчина, вот я в целом буду говорить просто про мужчину. У него есть ваша либо фотография, либо какая-то вещь, либо где-то он вас видит. Может быть, с ним, кстати, может быть, да, где-то он вас видит в социальных сетях. Вы можете, кстати, с ним общаться. То есть, как бы общение может быть, но тогда между вами какая-то дистанция, расстояние между вами. То есть, я вижу, что вы не вместе, и вас вместе пока вот нет. Вот, в принципе, в проекции нет, да, вас не пускают пока на то, чтобы вы были вместе, там, встречались, общались, женились, не пускают. Я вижу, что у человека мечта с вами вот пообщаться, с вами встретиться, с вами сойтись. Он загадывает все время на какую-то звезду, либо на какое-то событие. Вот он
ждет какого-то события и говорит, вот это событие пройдет, и все, я буду вместе с любимой. Либо надо дождаться этого события, и все поменяется, все будет хорошо, мы будем вместе. Понимаете, вот это событие произойдет, да, я к ней подойду, мы с ней познакомимся, либо я к ней приеду. То есть какое-то событие, которое прям для него вот важное, нужное и стратегическое даже, я бы сказала. Смотрите, человек, я не могу сказать, что это человек сексуально на вас помешан. Нет. Больше, конечно, идет желание жизни с вами, общения, больше вот идет какая-то, знаете, нежнятина, когда человек хочет, чтобы вы заботились, и он бы мог о вас заботиться. Не знаю, там у него основные мысли, вот какой-то бытовой комфорт, либо вот ваше участие, как будто бы дружеская какая-то вот компания, семья. Ему очень, вот главный аспект, ему очень хочется с вами семьи, очень хочется кольца с вами, очень хочется брака, причем брака законного, такого, чтобы прям иметь основание говорить, что вот да, моя жена, причем очень важно, чтобы вот прямо зарегистрированы были отношения. Этот человек вам говорит, он говорит вам следующее, он говорит, я хочу тебя в жены, я хочу, чтобы ты была моей, я хочу, чтобы я мог быть для тебя нужным и полезным, я хочу заслужить, добиться твоей любви, я буду делать все, чтобы ты обратила на меня внимание, чтобы я наконец-таки смог разбудить тебе женщину. Почему-то он считает, что вы по жизни какая-то, не то чтобы неудовлетворенная, как может быть несчастливая, может вам как по жизни не додано, либо вы нуждаетесь именно в защите, в любви, какой-то, знаете, может, этической поддержки, может быть, дружеской даже поддержки. То есть он видит, что ваша жизнь непроста, либо она очень проблематична, либо она очень скучная, да, вот зажатая. И он хотел бы разбавить вашу жизнь, он хотел бы вместе с вами жить как в праздник, да, вот чем-то вас все время радовать, чем-то вас удивлять, как-то вас восхищать. Очень хочется ему теплоты вашей. Знаете, вот моменты, когда он просто закрывает глаза и представляет, что вы рядом. Он может обнять подушку и думать, что это вы, он обнял вас. Ему очень хочется ощутить ваш запах. Может быть, он, если вы общаетесь на расстоянии, он спрашивал, какими духами вы пользуетесь. Даже вплоть до того, что мог пойти найти такие же духи, купить, вот прям нюхать их и представлять, что это вы. Человек немножечко такой, знаете, фетишист. Вот если есть у него вещь какая-то ваша, то он с этой вещью просто не разлучается. Он постоянно с ней может общаться, говорить, спать с ней. То есть, понимаете, вот что-то ваше, ваша энергетика, он подпитывается. У этого человека к вам прям привязка идет, да, он к вам привязался. Я даже больше вам скажу, тут такое впечатление, что этот человек отдал вам кусочек своей души, в прямом смысле слова. Любовь это идет очень надрывная. Смотрите, вот у нас в центре сердца, да, сердце очень хорошо видно, но между сердцем нет дороги. То есть дороги любви, пока она не прорисовалась. У вас дырочка, у вас отток энергетики. То есть я так понимаю, что либо вы человека этого знаете, но вы по каким-то причинам не можете быть с ним вместе, либо вы этого человека еще не знаете, но вы его чувствуете, вы подозреваете, что этот человек есть. Потому что вам могут сниться сны. И вообще просто вы можете ощущать на себе просто взгляд. Причем взгляд, который идет через пространство и через время. То есть вы можете просто дома сидеть, смотреть телевизор и почувствовать на себе чей-то взгляд. И это будет взгляд того мужчины, который где-нибудь далеко смотрит там, на вашу фотографию, либо на вашу аватарку даже. Да? Понимаете, вот этот момент очень сильная у него интуиция, и может быть у него даже есть какие-то способности, когда он перенаправляет свою энергетику на вас. Этот человек за вас молится, за вас просит, чтобы все было хорошо. Знаете, он как такой незримый страж. Если он где-то с вами рядом находится, то поверьте, он практически все знает о вас и о ваших делах. Этот человек мог даже нанимать людей для того, чтобы все узнать о вас, что происходит в вашей жизни. И знаете, вот у человека есть мечта закрыть все ваши проблемы, все ваши, не знаю, там, может быть, долги, обязательства. У человека мечта вас освободить от каких-то проблем. Этот человек, либо, смотрите, он не знает, как это сделать правильно, либо у него самого средств не хватает. Так тоже может быть. И он думает, вот я вот сейчас буду работать, я заработаю, я ей помогу, я ей все оплачу. Причем он хотел бы это как-то сделать тайно, да, чтобы вообще никто не знал, что он это сделал. Боится, что вы не примете.
боится, что вы откажетесь от такой помощи. Я вижу, что этот человек, он еще будет как-то с вами на расстоянии, пока на ближайшее время дорога между вами не складывается. Но этот человек, он все больше и больше будет к вам пробиваться, в ваше энергетическое поле входить. Человек будет вам, скорее всего, может быть, тайно как-то писать, либо он будет пытаться найти подход к вам, да, чтобы с вами выйти на контакт. Вплоть до того, что, я не знаю, возможно, там, будет за вами следить, там, увидит, что вам нужна помощь, подойдет, начнут общаться, познакомиться. У человека, вот я вам говорила, да, у него какой-то бэкграунд очень непростой. И у него в прошлом есть какие-то ситуации, которые невозможно объяснить, которые невозможно, может быть, он их скрывает, да, потому что там что-то не так, что-то не то. Может быть, где-то он ошибался, либо с ним как-то плохо поступали. То есть какой-то вот стыд у него есть за прошлое. Вы знаете, и из-за этого он тоже как бы не решается. У него, кстати, могли быть какие-то операции, могли быть какие-то проблемы со здоровьем. И он боится того, что его могут там назвать больным, либо инвалидом, либо недееспособным. То есть вот страшно. Страшно, что любимая женщина, например, скажет: ну зачем ты мне больной нужен, да? Вон куча здоровых есть, зачем мне больной мужик нужен? Он этого очень боится. И, возможно, он сейчас лечится, возможно, он сейчас какую-то даже терапию проходит. И из-за этого также он не может к вам подойти и проявиться, да, в открытую сказать. Смотрите, у вас может быть знакомый в интернете, да, с которым у вас очень странные отношения, и вам вроде этот человек нравится, и все у вас было хорошо, и в один момент этот человек мог перемениться. И теперь этот человек как будто бы от вас отказывается. Вот это тоже может быть он, и он это делает, потому что у него, например, какой-то диагноз, да, либо там анализы не очень хорошие пришли. И он думает: вот я там поправлюсь, я там пролечусь, я буду более активным, либо активно проявляться. То есть он себе всегда что-то загадывает. Я не вижу у этого человека какие-то психологические проблемы, что он там психопат, либо какой-то скрытный маньяк. Нет, этого я не вижу. Я вижу другой. Я вижу человека в себе неуверенного. Человек, который хотел бы произвести хорошее впечатление, но ну, как бы козырей, да, нет в рукаве. Он не знает, как это сделать. Очень боится ошибиться. Вы знаете, человек будет любить вас, ну, вечно, наверное, да, пока живет, пока и будет вас любить. Будет ли он проявляться? Да, я верю и я вижу, что он будет проявляться, но как-то очень, не знаю, как это правильно сказать, из-под тишка, очень нерешительно, со временем, когда-нибудь, когда созреет. У него слишком много барьеров, вот прям действительно, в прямом смысле слова, барьеры прям закрывают вам путь и не рисуют дорогу между вами. По крайней мере, это его сообщение к вам, да, и он пока не видит возможности с вами быть вместе, встречаться, общаться, любить друг друга, хотя ему очень-очень хочется. Его послание для вас заключается в том, что я люблю тебя, и я буду любить тебя вечно. Я всегда буду твоей тенью, и если я смогу, я всегда приду и тебя спасу, и тебе помогу. Вот такое хорошее, короткое послание он вам передавал. Это я уже тут накопала информации о нем. Знаете, человека жаль. Жаль, что он себя так загоняет. Вы знаете, вот тут знак бесконечности вышел, видите, вот он. Человек будет действительно вас любить, и я даже больше скажу, скорее всего, он вас уже любил, и еще в следующем воплощении он будет продолжать вас любить. То есть это какая-то бесконечная любовь, без начала и конца, но любовь немножечко надрывная. И сделать ее счастливой, перевести любовь в хэппи-энд может только он. Насколько он к этому готов, насколько он сможет побороть своих внутренних демонов, я сказать не могу. Но то, что он на это нацелен, это точно. Так что, мои дорогие, вот такое послание, немножечко сбитое, но тем не менее. Потому что человек сейчас, скорее всего, в каком-то состоянии не самым радостном, не самым праздничном. Мои милые, простите, извините, если что не так. Передала, как смогла. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.